В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. За знаниями в сопровождении собак. Далеко получается ходить, особенно зимой, когда холодно. Все замерзает, когда приходим домой, болеем просто. Почему дети остались без школьного автобуса, разбирался Салават Ухмадуллян. Показали технологии. Все-окейный двигатель, мы ее отправляем дальше. До чего дошел прогресс в Алабуге, увидел Дмитрий Аринин. 1 000 000 рублей за талантливую идею. Критерий было очень много. И качество, и креативность, и язык. Кто сможет показать свою авторскую программу на ТНВ, знает Сергей Хайдаров. Живопись в самом первозданном виде. Легко работать с большими форматами, я легко себя чувствую в этом. С открытия выставки Нателлы Таидзе Альбина Асылгараева. За знаниями пешком вместе с бродячими собаками. Такой путь дошкольного автобуса держат ученики из поселка Урманче Высокогорского района. Остановка в километре от сельских домов, а едут они в 166-ю Казанскую школу. В начале года мы уже рассказывали об этой проблеме, после чего на участке появились асфальт и освещение. Почему инфраструктура есть, а школьного автобуса до сих пор нет, разбирался Салават Ухмадуллян. 4 года каждый день с мамой под ручку километр между деревьями. Одному страшно, признается 10-летний Искандер. Так он добирается до остановки школьного автобуса. Больше всего мы боимся так-то собак, потому что они приходят из Кульсиитова к нам в деревню, и нам так страшно ходить. Приходила на остановку, здесь куча прямо на остановке собак. Это опасно, и дети очень боятся ходить. Машины очень часто, пьяные тоже очень часто ходят. И таких учеников, как Искандер, в поселке Урманчи Высокогорского района около 30. Школьный автобус, который едет в Казанскую школу, останавливается в километре от их домов. Хаюшку, как мама мне говорит. Когда машин нету, я перехожу на другую дорогу. Зимой-то вообще холодрыга, они иногда и опаздывают, автобусы приезжают попозже. Водителя разводит руками. Маршрут указан в документах, а передвижение автобуса контролирует ГЛОНАСС. Нет у нас туда маршрута. Вот один мужчина говорил, я говорю, мне ездить туда нет. От остановки в Кульсаитово до поселка примерно километр пути. Вроде не так много, да и прогулка возле леса. Но дело в том, что вдоль дороги нет не то что тротуара, а даже и нормальной обочины. При этом, по словам родителей, здесь достаточно места для разворота автобуса и остановки. Кстати, освещение, знаки и разметка здесь появились только после нашего зимнего сюжета. В начале года мы уже говорили об отсутствии школьного автобуса для детей из поселка. Тогда совместная комиссия ГИБДД, дорожников и Минобра ссылалась на отсутствие инфраструктуры для перевозок детей. Исполком Высокогорского района со своей стороны этот вопрос полностью решил. Только вот автобус до Урманче так и не доехал. Я говорю, автобус пойдет. Они говорят, бюджетом деньги не заложены, автобуса не будет. Как так, межмуниципальный маршрут, и на это денег нету, исполкома города Казань. Статья 40 Закона об образовании разъясняет такой случай. Организация перевозки детей между поселениями, входящими в состав разных муниципалитетов, осуществляется учредителями школ, если на территориях указанных муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность соответствующих образовательных организаций по месту жительства обучающихся. В письменном ответе исполком Казани утверждает, что готов рассмотреть возможности организации перевозки детей, если район оплатит эти расходы, о чем он и проинформировал Высокогорский исполком еще в 2016 году. В свою очередь исполком района говорит, у них нет ни автобуса, ни средств. У нас не предусмотрено в бюджете, мы оплачивать не можем. А в этом году почему не включили траты? А мы же не можем, это же не наш маршрут, мы как можем включить? Ну, это же ваши дети. Ну, они же учатся в Казани. Если, например, дети начнут ходить в Высокогорский район. Но автобуса нет пока. Нет. Таким образом, два соседних исполкома 2 года не могут решить вопрос, кто должен заплатить за перевозку детей. За разъяснениями мы обратились в прокуратуру республики. В ведомстве начали прокурорскую проверку. Мы будем следить за развитием этой истории. Салават Ухмадуллян, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань, Высокогорский район. Роспотребнадзор начал проверку организации школьного питания. В первую очередь осмотрит те заведения республики, где подобные проверки не проводились более 2 лет. Об этом заявили сегодня в Казанском Кремле. Напомним, в первую учебную неделю в Актаныше в школьной столовой отравились более 20 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, назначена судебная экспертиза пищевых продуктов.
Президент очень жестко подверг критике ситуацию, которая сложилась в Актаныше. Со вчерашнего дня такую проверку начали по всей республике. Роспотребнадзор ее ведет, в том числе и прокуратура подключилась. Планируют, что до конца этого месяца вся проверка будет завершена, и они планируют огласить результат этой проверки. Лидер татарстанских справедливоросов под следствием. Депутат Казгордумы Рушения Бельгильдеева задержана по подозрению в мошенничестве на 7 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по 23 эпизодам. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете. Претензии у правоохранителей возникли к бизнесу политика. По версии следствия, несколько лет назад Рушения Бельгильдеева, будучи учредителем агентства недвижимости, заключила несколько договоров с жителями казанских поселков о продаже участков и подведении инженерных коммуникаций. Однако это в основном так и осталось на бумаге. После допросов в Следственном комитете Рушению Бельгильдееву задержали и отправили в изолятор временного содержания. На момент возбуждения уголовного дела ею было возвращено двум гражданам 1 200 000 рублей. В настоящее время следователям проводятся следственные действия и другие необходимые мероприятия. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах. Своя парковка, новая развязка, тротуары и освещение. Храм всех религий готовится к обновлению. Территорию благоустроит. Из бюджета республики выделили почти 36 миллионов рублей. Это одно из самых популярных туристических мест Казани. Анна Городнова узнала, что изменится. До 50 машин. Вот, представляете, вот в такой пятачке все это собиралось, и были пробки. В выходные у храма всех религий одни заторы. Одновременно сюда приезжают по 20 автобусов с туристами. Места на обочине всем не хватает, да и небезопасно. Было неудобно переходить эту дорогу. Здесь постоянно машины летали, ни один человек попадал под колеса, было жутко неудобно. Желательно было бы площадку, конечно, сделать тоже для хотя бы заезда машин. В принципе, мы припарковались, но, наверное, просто будний день. Потому так более-менее. Теперь у храма будет своя парковка. Из бюджета республики выделено около 36 миллионов рублей. Отремонтируют тротуары, починят дороги, установят освещение. А то я сегодня написал иконы, а тут картины брата. Это уже история. Брат Ильдара Ханова восстанавливает картины после пожара. В прошлом году многие из них сгорели. Некоторые залы до сих пор в саже. Обгорели и купола. Строители сейчас работают над куполом Будды. Будут глаза Будды, смотрящие на 4 стороны света из мозаики. И 7 чакр и завершение. Это вот сегодня мы заканчиваем. Это будет украшением города. Это единственный вещь в России. Остальные находятся только в Тибете или Катманду. Это будет новый символ храма. Вскоре откроются еще 4 зала. Иудейский, православный, татарский, буддийский. Друзья и родные каждый день продолжают дело Ильдара Ханова, который хотел объединить людей разных религий. Обновленную же территорию и новую развязку гости смогут увидеть в конце ноября. Анна Городнова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Верховный суд Татарстана обязал исполком Нижнекамска оградить забором котлован на месте снесенного старого детского сада. Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники прокуратуры неоднократно обращались с этой просьбой в исполком города. В итоге дело дошло до Верховного суда. В Казани иск удовлетворили. Решение суда будет исполнено в ближайшие 2 недели. Напомним, что такие бесхозные объекты уже стали причиной трагедии. Так, в Набережных Челнах 15-летняя девочка упала со 2-го этажа на заброшенной стройке в 61-м комплексе. Она получила многочисленные травмы и впала в кому, после чего скончалась. К другим темам. Татарстанцам разрешат собирать валежник. Сегодня на заседании Госсовета Татарстана депутаты обсудили пункт нового лесного кодекса России о сборе древесины в лесах. 12 лет назад кодекс старой редакции запретил собирать сухие ветки и деревья в лесу, не имея на это специального разрешения. С 1 января следующего года это право снова вернут. Это означает, что населению будет разрешено собирать только валежную древесину, которая приземленная, которая отделена уже от корня и лежит. А самим с корня валить и заготавливать этого нельзя будет делать. Курс на цифровое производство. В особой экономической зоне Алабуга завод Ford Solars осваивает новые технологии. Автоматика, роботы и 3D-очки. Как работает предприятие сегодня, показали журналистам. Современные методы и приемы увидел Дмитрий Аринин. Так на заводе собирают моторы для 4 моделей автомобилей. В смену работают 300 специалистов. Ильнас Мухьянов трудится здесь уже 3 года. Приезжает опять же другой двигатель, и мы опять то же самое делаем. Закручиваем болты, проверяем, реджект, не реджект,
а потом уже, если окей на двигатель, мы ее отправляем дальше. На заводе запустили специальные технологии цифрового производства. В результате сокращаются сроки работ и снижаются расходы. Эти очки тоже новинка. Надев их, можно пройти виртуальную экскурсию по заводу. И это очень удобно для новых работников. С помощью них даже можно увидеть работу покрасочной камеры изнутри. Этот сервис облегчает работу и кладовщиков. В очках работать непосредственно перед стеллажами на расстоянии не может, потому что есть ограничения. Они контролируют расстояние. А расстояние должно быть 1,5 метра. Если расстояние больше, то оно не позволяет подтвердить взятие детали. Для сборки различных деталей применяются также 3D-принтеры. Контроль качества на заводе на первом месте. Перед сборкой каждый агрегат проходит компьютерную проверку. Дмитрий Арин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, особая экономическая зона Алабуга. Максимально понятно и не бывало обширно. В Татарстане создали дистанционные учебные курсы по профилактике экстремизма среди молодежи. Это своего рода большая интернет-энциклопедия для людей разных возрастов. В ней доступным языком расписали суть этого явления и объяснили, как не попасть под дурное влияние. Есть отдельный раздел для родителей, чтобы они, ознакомившись с информацией, могли обстоятельно поговорить на эту тему с детьми. Пока изучить курсы можно на сайте Института педагогики, психологии и социальных проблем. В будущем обещают задействовать социальные сети и различные мессенджеры. На наш взгляд, эта программа очень существенная, потому что каждое население, каждый гражданин Российской Федерации, Республики Татарстан должен сегодня владеть навыками, умениями, компетенциями в области комплексной безопасности самого себя и окружающих лиц. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Правовые условия развития цифровой экономики страны. Они будут формировать юридический фундамент, фундировать вот эти IT-открытия. Что еще обсуждают на державинских чтениях в Казани, узнал Салават Ахмадуллин. 1 000 000 рублей за талантливую идею. Критерий было очень много. И качество, и креативность, и язык. Кто сможет показать свою авторскую программу на ТНВ, знает Сергей Хайдаров. Кто в ответе за нарушение беспилотников и врачей-роботов? Этими и другими вопросами из цифровой эпохи задаются сотни участников державинских чтений в Казани. Сегодня прошло пленарное заседание международной конференции. Насколько Татарстан готов к развитию цифровой экономики и что волнует студентов-юристов? Салават Мухаммадуллин. Державинские чтения по традиции начинаются с возложения цветов к памятнику Гавриила Романовича. Так молча здесь все говорят спасибо. Возложение цветов подразумевает дань глубочайшего уважения этому великому государственнику, юристу, философу и поэту. Как раз представители этих трех профессий сегодня собрались на пленарном заседании державинских чтений. Начинается все с гимна международной конференции. Она проводится уже в 14-й раз, но этот год особенный. На повестке право в цифровой экономике. Есть большая необходимость не только в технических специалистах, но и специалистах гуманитарного плана, которые будут с юридической стороны формировать юридический фундамент. В исполнительном производстве существует проблема двойного взыскания. Технология блокчейна позволит записывать, оплачен ли штраф или нет, в свои ячейки. Такие амбиции у студентов-правоведов. Цифровая экономика только на стадии развития, отмечают эксперты, и Татарстан готовится уже применять ее. В настоящее время мы являемся лидерами в России по доле оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде – 79,7%. Это весьма высокий индекс готовностью к развитию и применению цифровой экономики. Кто ответит за нарушение беспилотников? Владельцы или разработчики? Какое наказание может грозить, например, роботу-хирургу? Таких вопросов пока без ответов. На конференции сотни. Обсуждают их больше 400 участников. Здравоохранение, вероятно, только начинается. Переворот мышления. Так прошло только пленарное заседание державинских чтений. Всего же в рамках международной конференции участников ждет 12 круглых столов, по итогам которых правовые условия развития цифровой экономики страны должны стать яснее. Салават Ахмадуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Как отдохнуть красиво? Об этом и не только на этой неделе говорили в Москве на Всероссийской туристической выставке. Здесь представили и экскурсионный потенциал Татарстана. Центр республики собрал максимум информации о достопримечательностях нашего региона. Изюминкой же стала презентация туристического маршрута под названием «1001 удовольствие». Его задача – показать интересные места и события в республике с нестандартной стороны.
Эта выставка прекрасная площадка для общения с партнерами, открывает хорошие возможности для того, чтобы найти новых партнеров, не только пообщаться со своими старыми. 1 000 000 рублей и собственный проект на ТНВ. Сегодня наш телеканал подвел итоги конкурса «Талант». Главной задачей для участников было создать собственный креативный татарстанский контент. Из десятков работ выбирали лучшую. Что нового уже скоро появится в эфирной сетке ТНВ, знает Сергей Хайдаров. Знакомство с фермой Лаишевского района, истории деревни в виде мультика из пластилина и даже ток-шоу на татарском в стиле Урганта. Какие только проекты из разных уголков Татарстана не присылали в адрес нашего телеканала. Главное условие – все снимать своими силами. Татарское ток-шоу Булата Байрамова развернулось прямо в одной из столовых города. Мы поставили свой свет, обычно там на обычных штативах, взяли камеры свои, попросили ребят, там, знакомых, чтобы поучаствовали в роли участников, да. Сами стали ведущими, все, сами сделали монтаж. Привет всем! На экранах ваших девайсов первый выпуск нашего проекта «Видимая Казань». Проект «Видимая Казань» на русском, хотя авторы считают, нужен еще один ведущий. Мы же решили добавить татарскоговорящую красавицу. Красавицу, да. Вот над этим мы сейчас работаем, поэтому мы здесь на ТНВ. Мы ищем. До начала конкурса ТНВ было сложно представить, что в нашей республике так много интернет-блогеров разных возрастов. Многие выпускают свой медиапродукт в просторы интернета уже сейчас. Сегодня все они в большой студии ТНВ. Критерий было очень много. И качество, и креативность, и язык. Нельзя забывать то, что было вчера, и надо работать с тем, что есть сегодня. Надо двигаться вперед. Молодые, старшее поколение, среднее поколение. Всех надо учитывать. В итоге решением компетентного жюри 1 000 000 рублей достался Альберту Шакирову. Его проект называется «Юлше», в переводе «Путник». Он будет рассказывать телезрителям о значимых для татарского народа местах по всей России. Но перед выходом на экран программа будет немного доработана. Упаковка самой передачи должна быть на уровне, должна быть инфографика. В любом случае сейчас мы прорабатываем уже стилистику передачи, то есть завершаем вот эту именно графическую упаковку. Первые серии программы «Юлше» зрители ТНВ смогут увидеть уже в конце сентября. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Проза жизни. В Казани стартовал ежегодный Аксенов фест. В этом году он проходит в 12-й раз и посвящен 85-летию писателя. Традиционно в этот день столице вручают премию «Звездный билет» и дают дорогу в большой мир литературы. Сейчас на торжественном открытии фестиваля работает и наш коллега Рамиль Шайдулин. Рамиль, говорят, что в этом году участников и судей стало намного больше. Так ли это? Да, добрый вечер, Даяна. Да, безусловно, участников стало больше, потому что добавились новые номинации. Если в прежние годы заявиться на фестиваль можно было в основном в поэзии и прозе, то теперь по мере роста фестиваль расширился до такой площадки для реализации творческих возможностей как художников, так и режиссеров, и сценаристов, и писателей разных жанров. В общем, настоящего праздника творчества, в принципе, каким он и задумывался. Сегодня в Доме Аксенова организаторы вспоминали, как он начинался. Оказывается, это, по сути, была спонтанная идея Василия Аксенова, но стоило писателю ее озвучить, как она тут же получила поддержку. Давайте послушаем, как это было. Просто заговорили про Казань. И Василий Павлович стал вспоминать свои молодые годы, не самые простые, которые он здесь провел. И вот сходу родилась идея сделать фестиваль. Мы тогда не думали, что он станет ежегодным, а просто сделать фестиваль. И в этом же году мы его устроили. Да, и вот в этом году фестиваль проводится уже в 12-й раз. Традиционно в самом начале на нем вручает международную премию «Звездный билет», учрежденную мэрией Казани. Ее цель – поддержать начинающих авторов. Такая путевка в большую творческую жизнь. Стоит вспомнить, что когда-то ее лауреатами были ныне широко известные Гузель Яхина или сценарист Сергей Осокин. К слову, сейчас они уже входят в состав попечительского совета фестиваля, поэтому, да, и судей стало тоже больше. Даяна? Спасибо, Рамиль. А мы переходим от прозы к живописи. Цвет и форма на холсте. В Казанском Кремле в Хазине открылась выставка Нателлы Таидзе. Она прирожденная живописец из династии художников. Ее дед учился у Ильи Репина. Ее отец известный скульптор, а дядя создатель плаката «Родина, мать зовет». В Казани Нателла Таидзе выставляется впервые. Какие работы можно увидеть и при чем здесь Андрей Макаревич? Альбина Солгарева. Работы разных лет, более 50 картин. Здесь и пейзажи, и натюрморты, декоративные и аллегорические произведения. Нателла Таидзе сама выделяет особенность своего творчества. Они написаны исключительно на натуре, никогда не дописываются в мастерской.
в закрытом пространстве, начиная и заканчивая работу на пленэре. Ее работы называют живописной скульптурой. Они как мозаика, собраны из множества пятен мазков. Особенность этой выставки в том, что здесь много крупногабаритных работ, здесь много двухметровых картин. В этом есть и художественный замысел. Таким образом, автор будто бы раздвигает границы и рамки, и когда человек близко подходит к картине, он будто бы в нее погружается. Это очень долгожданная выставка, поскольку это совершенно другая школа. Это московская школа, Суриковская, и тут язык, для нас, вот казанских художников, абсолютно другой. Энергетично, поражает, сколько силы заложено в этих работах. И, они узнаваемы, потом по авторской манере сразу можно, наверное, понять. Они все как-то в цельную такую вот единую картину складываются. Мне нравятся яркие цвета, объем работ и мазки мне очень нравятся, потому что они такие крупные. Сегодня на выставке известный музыкант Андрей Макаревич. Оказалось, что они с Нателлой Таидзе дружат, но ему ни разу не удавалось попасть на ее выставки. Будучи студентами в Гурзуфе, вместе ходили на этюды. Заканчивалось это, правда, выпиванием сухого вина. Выставка продлится 1,5 месяца. По признанию самой художницы, ее очаровали татарстанские пейзажи, и она мечтает вернуться сюда на пленэр. Альбина Слугараева, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. С багажом и реквизитом труппа театра имени Галиаскара Камала отправилась на гастроли в Узбекистан. В Ташкенте на сцене Узбекского национального академического театра наши артисты дадут 3 спектакля. Уже завтра публика увидит легендарную «Голубую шаль». Далее в гастрольной афише комедия «Запоздалое лето» и «Взлетел петух на плетень». Постановки будут идти на татарском языке с синхронным переводом на русский. Отметим, что на гастролях в Узбекистане труппа была более 30 лет назад. Впереди еще спорт и прогноз погоды. Моя же часть выпуска подошла к концу. Увидимся в 21:30. 15 сентября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан приглашает всех жителей республики в агропромышленный парк «Казань» на праздник садоводов Татарстана «Бакща». Вас ждут выставка продукции, мастер-классы, ярмарка садового инвентаря, техники и рассады, развлекательная программа. Также, начиная с 15 сентября, добро пожаловать на сельхозярмарки! Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Ну а мог прийти с подарком, ведь в Фармленде их немало. Этой осенью в аптеках Фармленд рекордный урожай подарков. Покупай дешевле, получай подарки. Я пришел к тебе с презентом. Сразу видно, из Фармленда. Мы разогнали выгоды на максимум. В марке Nissan на Чуйкова Qashqai и X-Trail со скидкой до 350 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Ограниченное предложение от Кан Авто. До конца сентября ваш первый и семейный автомобиль «Лада» с выгодой до 10% от стоимости автомобиля. Кан Авто. Сибирский тракт 48. 230 30 30. Дорогие зрители, театр Камала заботится о вас и советует покупать билеты без наценки. Выбирайте на сайте спектакль и оплачивайте картой заказ. Согласитесь, удобно и выгодно. Билеты без наценки в 2 клика на kamalteatr.ru. Татаржера в Москве. Дина Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Анвар Нургалиев, Ильмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Тухватуллин, Филюс Кагиров, Гузель Уразова и другие. 11 ноября. Государственный Кремлевский дворец.
Болгар радиосы тәкъдим итә. Үткәннәр сагындыра концертының дәвамы. Театральләштерелгән тамашага сез дә рәхим итегез. 6 октябрь Пирамида. Башлана 18 сәгатьтә. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. В борьбе двух равных побеждает «Авангард». Только серия послематчевых буллитов смогла решить судьбу встречи Казанского и Омского клуба. Выездная серия для подопечных Белелединова стартовала серьезного испытания. Впервые экс-игроки Акбарса Медведев, Емелин и Петров одновременно противостояли команде из Татарстана. В 4 матчах «Авангард» одержал 4 победы. Обладатели Кубка Гагарина явно не соглашались с таким развитием событий и первыми открыли счет. Но победный результат держался недолго, соперники сравняли. А в серии штрафных бросков точнее оказался «Авангард». Футболисты «Рубина» тем временем продолжают подготовку к субботнему матчу. На стадионе «Казань-Арена» наши примут Енисей из Красноярска. Сегодня на своей клубной базе рубиновцы провели открытую тренировку. На занятиях журналисты не досчитались нескольких футболистов. Федор Кудряшов и Ибрагим Цалагов не смогут принять участие в матче 7-го тура. Также лечение в Германии проходит голкипер Сослан Джанаев. Противостояние между «Рубином» и «Енисеем» пройдет в Казани 15 сентября и начнется в 14 часов по московскому времени. После 6 туров казанцы занимают 9-е место в таблице. Красноярцы идут на 13-й позиции. И в завершении к хоккею на траве. 2 казанские команды «Динамо» мужская и женская продолжают борьбу за медали чемпионатов России. Воспитанницы Валентины и Апельганец играют 2 матча дома 13 и 14 сентября. Нашими соперниками будут столичные одноклубницы из «Динамо ЦОП» Москомспорт. Оба динамовских коллектива возглавляют турнирную таблицу и имеют одинаковое количество набранных очков в регулярке – по 48. А мужская команда отыграет 16 и 17 сентября. Подопечные Араика Маргаряна скрестят клюшки со столичным «Динамо». На данный момент подмосковные хоккеисты опережают казанских одноклубников на 5 очков, имея в своем активе 49 очков. На 3-м месте располагается «Динамо-Строитель». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Температурный фон в республике напоминает качели, но об этом через минуту. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. После значительного повышения температур в пятницу днем вновь станет прохладнее. Но вероятность осадков будет небольшой. И яркое солнце вновь будет радовать. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики облачно с прояснениями 21-22 градуса. На северо-востоке Татарстана ожидается солнечный и сухой день 19-20 градусов выше 0. На севере Татарстана погода устойчивая до 20 градусов. На северо-западе республики также без осадков и солнечно 19-20 градусов выше 0. На юго-западе ожидается теплый день до 22 градусов. В центре Татарстана солнечно и сухо до плюс 20. Спонсор прогноза погоды – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы простатита по европейским стандартам без боли операции на аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. В Казани ожидается ясная и солнечная погода. Днем 19-21 градус выше 0. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. На этом наш выпуск завершен. До свидания.